На протяжении тысячелетий люди разных стран и исторических эпох относились к книге как к источнику ценнейшего опыта и знаний. Они искали подходящий материал для передачи этих знаний и относились к книге не только как к источнику информации, но как и к ценнейшему предмету материальной культуры. Говорящие листки, так в древности люди называли книги, и они проделали большой путь, пока они стали теми книгами, по которым мы сейчас учимся. И давайте сегодня отправимся в путешествие в удивительный мир говорящих листков. А как же выглядела первая книга на Земле? Первая книга на Земле – это человек-книга. Люди передавали информацию с уста человека к человеку. В некоторых государствах, например, в Древней Греции, до появления письменности существовали государственные должности, которые занимали мнемоны, от греческого слова «запоминаю». Они запоминали все значительные события, легендарные события, героические хроники и подвиги отдельных людей и передавали сказителями. На Руси сказителей называли баюн, а в Древней Греции их называли аэдами. Истории известен богатый римлянин, который завел у себя целую библиотеку из книг людей. Он искал на невольничьих рынках умных рабов, которые заучивали по целой книге, и хвастался ими перед гостями. В Индии существовали книги из пальмовых листьев, на которых писали иглой. А в древнем государстве под названием Сирия жил некогда царь по имени Ашурбанипал. Его библиотека состояла из глиняных книг. Однажды во дворце случился страшный пожар. Дворец и все вещи были полностью уничтожены огнем. И после пожара остались только книги. Книги различаются как по содержанию, так и по форме. Давайте с вами поговорим о размерах книги. Вот в Англии в прошлом веке была сделана самая большая в мире книга. Ее высота, только представьте себе, была с двухэтажный дом, а размер букв в этой книге 15 сантиметров. Существует и самая маленькая книга, которая была отпечатана в Японии, и называется она «Муравейники». Ее размер с крохотную пуговку, а прочитать такую книжку можно только имея большое увеличительное стекло. Много в мире удивительных книг, но есть еще более необычные книги, например, книги из золота и драгоценных камней. Книга, написанная на золоте, была найдена археологами при раскопке древнего замка. Несколько веков пролежала она в земле и не испортилась. Всем вам известна восковая свеча, но книгу из воска редко кому приходилось видеть. Ее придумали древние греки. Среди самых удивительных книг можно назвать книги из кирпичей, но, пожалуй, еще удивительнее – это книга-лента. Представьте себе, что когда длинную-длинную ленту шагов 100 длиной размотали и читают. А одна японская фирма проделала необычный эксперимент. Она напечатала книгу на тоненьких листках из рисового теста, да еще с ароматическими добавками. Прочитал книжку и съел. В Париже, столице Франции, вышла первая в мире книга «Духи». Она состоит из 30 страничек с описанием флакончиков разных духов. Положи свое сердце у чтения. Эти строки были написаны в одном египетском папирусе почти 6000 лет назад. Какие удивительные мудрые слова! В Древнем Египте библиотеки называли домами папируса, домами жизни. И создавались они при дворцах и храмах. Фараоны придавали очень большое значение образованию. Над входом в библиотеку помещалась надпись «Лекарство для души». И принадлежала библиотека знаменитому фараону Рамзесу II. Пользоваться библиотеками могли только фараоны или жрецы. Для простого народа вход в библиотеки был закрыт. Прошло время. Наше общество проделало огромный путь от дописьменного периода до информационного общества. У книги появился конкурент – интернет. Пройдет время, и человечество придумает немало средств коммуникации, но книга жива. Роль ее в созидательной деятельности человека все возрастает. Сегодня книга поистине всесильна.
Как огонь, приученный человеком, она вечна и бессмертна. У нее есть все: и тревожное тысячелетнее прошлое, и замечательное настоящее, и еще более прекрасное будущее.